Дорогие земляки, уважаемые жители Нюрбинского района, сегодня я ознакомлю состояние по коронавирусной инфекции. По состоянию 25 ноября получено 20 положительных результатов ПЦР. Это за период с 18 по 21 число. Из них впервые подтвержденных 20 случаев. Это 12 взрослых и 8 детей. А также выявлено методом ИХА 13 случаев. Это все взрослые. Больные с положительным результатом у нас выявлены в основном в городе Нюрба, это 19 человек, в Антоновке Маре по 4, Малыкае 3, Кирове 2, Джикимде и Хатын-Сысы по 1 человеку. В настоящее время продолжает лечение 134 больных с лабораторно подтвержденной диагнозью. Из них на амбулаторном лечении 109, в том числе 14 детей. И на стационарном лечении у нас находится 25 пациентов с лабораторно подтвержденной диагнозом. На 25 ноября всего на стационарном лечении, инфекционных стационарах, проходит лечение 49 пациентов. Это 25 человек с лабораторно подтвержденной и без лабораторного у нас 24. Тяжелое состояние у 3, из них 2 постояльца дома-интерната. За сутки выписано 15 человек и 5 человек поступили. Всего выздоровели с лабораторно подтвержденной 636 пациентов, в том числе 539 взрослых и 67 детей. Из них после стационарного лечения 110, также после амбулаторного лечения у нас 526, летальных исходов у нас 23, из них стационарно в городе Якутска 5 человек и в Мирном 1. Всего отобрано за весь период пандемии 7136 проб. С 1 по 25 ноября этого года отобрано 2003 пробы. На сегодняшний день получено отрицательных 1567, положительных у нас 287 и 149 находятся в работе. Проведено ИХА-тестирование 234, из них положительных 43. Роспотребнадзором по Нюрбинскому району ведет ежедневный контроль по количеству контактных лиц для организации медицинского наблюдения и контроля за соблюдением режима. Всего по состоянию на 25 число 311 контактных, из них в городе Нюрба 212, в Антоновке 57 человек, в Марах 14, Джикимде 3, Хатын-Сысы 3 и Чапанде 9, в Сюльцах и Кирове там 2 и 11. В аптеках города Нюрба в достаточном количестве имеются антибиотики и противовирусные препараты. Арбидол как основной противовирусный препарат в аптеках имеется, но в связи с ранее введенной маркировкой лекарственных средств ожидает подтверждения честного знака, то есть разрешение специальной программы на выпуск в продажу. Гриппеферон в форме капли и спрея имеются в продаже в достаточном количестве. В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу стоимости лекарственных средств 19 ноября была проведена совместная проверка аптек города Нюрба с участием прокуратуры района и специалиста администрации Нюрбинского района. В ходе проверки нарушений ценообразования не выявлено. Аптеки обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами. В целях информирования населения с начала ноября работает колл-центр. Специалисты предоставляют полную информацию на обращение граждан по вопросам результатов анализов, по оформлению больничного листа, по вызову врача, по оказанию материальной помощи, а также предоставлению бесплатных лекарств и также принимает жалобы для дальнейших работ по ее решению. Всего в колл-центр поступило 1153 звонка, большинство из них 923 о результатах анализов и более 100 звонков по больничным листам. Сегодня на заседании оперативного штаба Нюрбинского района в суженном составе принято решение о постепенном снижении количества действующих инфекционных корпусов на базе Антоновской врачебной амбулатории и здании терапевтического отделения.
с возможностью оперативного развертывания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в районе.